пришло число, но, слава Богу, умное. И вы, наверное, вспоминаете стихотворение Николая Гумилева «Слово», где как раз говорится вот о слове, которое проплывало в вышине, и об умном числе, которое патриарх чертил на песке. Поэтому, мне кажется, отчаиваться не нужно, что вот культ чтения уходит, книги уже не атрибут повседневной жизни. Как трудно сейчас детей вот вернуть, так, к чтению. И вот коллеги, работающие со школьниками, согласятся, что вот издержки, пожалуй, даже необратимые в чем-то последствия вот такого отпадения от чтения или недостаточного чтения очевидны. Дети утрачивают необходимые когнитивные способности. Они действительно не готовы к так называемому смысловому чтению. Так ведь об этом много говорят. Хотя и олимпиадные задания, и то, что в рамках государственной итоговой аттестации предлагается, вот, в этих рамках многие задания связаны с текстом и большей частью художественным. Ну, я вот так же, как и Анна Евгеньевна, еще эксперт ЕГЭ по русскому языку и литературе. Ну и, конечно, проверяя сочинения, мы обливаемся слезами. Насколько все примитивно и шаблонно уже сейчас. Какой идет поток вот таких стандартизированных, примитивных сочинений. Понимаете, вот как это больно, как тяжело. Вот. И это говорит не только о недостаточном речевом развитии, речь и мышление ведь взаимосвязаны. Вот так они мыслят. И я всегда вот говорю и детям, и коллегам, что послушайте, пожалуйста, лекции известного нейропсихолога и филолога Натальи Черниговской. Знаете, наверное, как она убеждает и доказывает, что нечитающий человек деградирует, какие-то мозговые центры атрофируются от отсутствия нагрузки. Может быть, хоть это наших детей проймет. Нет, они в это не верят. Не верят. Ну, надо как-то вот зацепить, мы же сегодня говорили о крючках. Вот это как раз квалифицированность учителя, квалификация учителя зависит, на какой крючок он может поймать. Литературное произведение способно зацепить, как цепляет Достоевский, допустим. Вот. Ну, благодаря и так называемому эффекту болевого воздействия, когда душа вначале содрогается, потом слезами омывается и так далее. Так ведь можно достичь этого эффекта читательского катарсиса. Но, конечно, не сразу и не на любой крючок поймаешь. И вот здесь до обеда прозвучала очень ценная мысль, что надо вот учитывать менталитет, нынешний менталитет детей. Да? Ментальная разница между нами и ими огромная, понимаете? Но не надо их за это критиковать, а задуматься. А может быть, в их ментальности тоже есть что-то вот свое важное и полезное. Они же это ценят. Вот ценят свою субкультуру, ценят то, что дает им интернет, то, что вот, с помощью гаджетов они для себя обеспечивают доступ ко всем ресурсам информационным и прочим. Значит, надо это использовать. И тогда мы будем ближе, понятнее детям. То есть вот речь пойдет на сегодняшнем мастер-классе, я попытаюсь вот эту форму как бы реализовать, вот пойдет о сопряжении слова и цифры. Вот. Наш мастер-класс называется
называется, где программа была? Очень точно. Да. Очень точно называется формирование IT-компетенций учителя-филолога. Ну, словесник, носитель слова, и вот эти IT-компетенции, цифровые технологии. Ну, не каждый филолог скажет, что он готовый, уже сформировавшийся айтишник. Ну, наверное, до этого уровня не стоит подниматься, но все равно пользователи. Так ведь хотя бы элементарные какие-то возможности компьютерных технологий мы реализуем, ну а с опытом приобретаем все необходимые навыки. Значит, вот об этом и пойдет речь. Ну и я сказала, что будет сюрприз. Что имеется в виду? Вот когда-то в детстве я думала, что никогда не буду заниматься обучением, буду наукой заниматься. Знаете, вот всю жизнь работаю и со школьниками, и с учителями, и со студентами. Вот. Ну, так вот судьба сложилась. И опыт уже, конечно, достаточно накопился. Когда-то вот было время, представляете, будучи заведующей кафедрой, я еще уроки в школах вела до 16 часов в неделю. Это ж как я успевала, несмотря на все другие функции. Сейчас, конечно же, нет такой возможности. Для чего я это говорю? Опыт есть. И в результате вот, вместе со своими учениками, вот видите, помощница у меня сидит, вот магистрантка наша, Зуфия Сайфуддинова, она еще методистом на кафедре работает. Ну, во многих вещах вот как раз в плане компьютерных технологий, как представитель молодого поколения лучше, конечно, разбирается. Чуть заметка, я стану Зуфия, помоги. Вот. И мы вот с ней и с другими студентами и коллегами придумали, разработали новый тип урока. Эйнштейн. Новый тип урока, который назвали интермедиальным. Интермедиальный урок. Интермедиальный урок. Так, ну вот, давай открывай вот картик. Вот здесь презентация есть. Сейчас нет. Ну, филологи все знают. Понимают, что? И я сейчас вначале дам определение этого интермедиального урока, который, судя по всему, не только литературную направленность и специфику имеет, ну, типы уроков достаточно универсальны. И, конечно, он вписывается вот в эти современные направления нашей деятельности, и цифровое образование, и цифровая гуманитаристика, и цифровая филология. Так ведь все это очень активно, по крайней мере, в высшей школе сейчас развивается. Вот вы упомянули, что и школьникам это было интересно, но наши студенты, магистранты, да, в этом направлении работают. Вот, медиаобразование, скажем, которое в рамках филологического реализуется, вот, это они знают. Дальше, пожалуйста, вот я сама сейчас буду. Вот. И актуальная проблема, которая на государственном уровне поставлена, на наш взгляд, может быть решена, ну, самым конкретным образом, через новый интермедиальный тип урока. И здесь я акцентирую все-таки, говоря о каком-то психологическом характере этого урока, что он может быть в рамках любого предмета реализован, но прежде всего литература. Прежде всего литература вот позволяет возможности вот такого урока интермедиального раскрыть, использовать. Ну, что такое интермедиальность, извините, вот показываю определение. Возможность передачи информации, в том числе и художественной, хотя, конечно, смысл
художественного произведения нельзя только к информативному свести, но это в широком смысле слова. Вот, возможность передачи художественной информации различными средствами. Вот, ну, скажем, вот звук и буква соотносятся, вот слово, вот за словом дух. Мы это соотношение используем. Но вот рядом со словом могут быть и другие способы, средства выражения смысла. Вот. Это цвет, тень, линия художника, звуки, музыканта, вот, скульптурные, архитектурные объемы, зрительный ряд на плоскости экрана. Понятно, что все это вот самым естественным образом так называемой мультимедийной презентации используется. Так? Элементарные картинки мы вставляем и прочие слайды, аудио, видео тоже делать умеем. Но здесь не только это имеется в виду. Вот почему все-таки именно по литературе интермедиальные уроки вот особый эффект имеют. И учебный, и эстетический, и нравственный, и так далее. Ну, напомню вам основные положения о сущности и природе искусства слова, которое действительно является универсальным среди прочих видов искусства. Ни одно из них с литературой конкурировать не может. Но это объясняется и историей развития искусства. Все-таки вначале было слово. Вот слово. И вот в слове этот первичный синкретизм, он продолжает сохраняться. Вот. Синкретизм, ну, имеется в виду первобытное искусство, где все было, так сказать, вместе, так ведь, много в одном. И вот некоторые, видите, примеры, подтверждающие вот этот синкретический характер литературы. Вот как Леонардо да Винчи высказался, вот рядом как бы ставя и живопись, и поэзию, вот как Осип Мандельштам о лирике сказал. Вот. Очень часто используются такие выражения, как музыкальная живопись, живописная музыка. Вот. Ну, можно еще говорить о таких способах, вот, которые тоже интермедиальный характер имеют, как экфразис или эмблема. Вот. Ну, экфразис имеется в виду способ перевода с одного языка искусства на другой, когда создаются словесные аналоги других образов. Ну, вот как статуя в Царскосельском лицее, описанная Пушкиным. Так ведь вот чудо иссякнет вода. А сколько у батюшки вот таких скульптурных образов и так далее, и так далее. Ну, а эмблема, вот она сама собой напрашивается, вот особенно в презентациях таких мультимедийных, потому что эмблема представляет собой ряду. Обязательно есть у нее некое имя, изображение, как картинка, и подпись толкование. Понимаете, в принципе, любое определение вот так эмблематически можно подать. Вот. Ну, дальше ввожу еще новое понятие, ну, наверное, уже на слуху. Активно его пропагандирует, объясняет в своих работах академик Ковальчук. Интермедиальный урок по литературе создается с помощью так называемой конвергентной технологии. Ну, конечно, в усеченном виде. Весь комплекс вот этой конвергенции мы реализовать не можем. Имеется в виду инфо, когни, био, нано. Ну, какое же нам нано и био? Когни и инфо, да, то есть когнитивные возможности, информационные, ну и, конечно, вербальные. Вот этот комплекс, да, уже обеспечивает конвергентную технологию. Что она дает? Что дает обращение книг? Она делает возможным органичное сопряжение информационно-коммуникационных и когнитивных технологий на вербальной основе. Ну и, образно говоря, вот это сопряжение умного числа и умного слова, который
мнению Гумилева, способна передать все оттенки смысла. Ну вот хочется даже напомнить строчки этого великолепного стихотворения. «Волный день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово плывало в вышине. А для мирской жизни были числа, как домашний подъяренный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает». Ну, некоторая ирония, конечно, здесь звучит, все-таки слово славится, да? Но не отвергается и умное число. Цель интермедиальных уроков, вот вы видите на слайде, направлена на формирование различными мультимедийными средствами целостной картины мира. То есть вот этот выход на надпредметный, метапредметный уровень, который декларируется в образовательном стандарте. Вот. И кроме того обеспечивает, вот, призван интермедиальный урок обеспечить эмоциональное и интеллектуальное переживание обучающихся вот, через их вовлечение в широкий контекст культуры, искусства, литературы, языка. То есть это тоже очень широкий контекст получается. Ну и вот важнейшие особенности, характерные признаки интермедиального урока. Видите, чем обусловлены? Когнитивными, ну понятно, да, это слово? Когнитивными механизмами по перекодированию, то есть трансформации определенной словесно-образной информации, вербально-логические, графические и другие формы мультимедийного ряда. Ну, у меня тут очень такая скупая вот презентация, но хотя бы графические возможности, видите, я использую, а потом вы увидите более яркий пример. Вот. Смотрите, как выглядит структура так называемого интермедиального урока. Понятно, что вербальная основа, вот сам словесный текст остается ключевой дидактической единицей. Все-таки это урок литературы и вообще на всех гуманитарных, да везде, наверное. Но мультимедийные технологии, смотрите, что позволяет этот базовый текст, так сказать, расширить. Вот он начинает выглядеть как мозаика, в которую вставляются дополнительные пазлы. Вот. Гиперссылками дополняется. Есть растительный материал с обучающими алгоритмами сочетается. Ну, это вот видели, Яна Евгеньевна показывала. Вот. И заданиями, ну, чаще всего тестовыми, которые в автоматическом режиме применяются. Обращаю внимание на главный принцип. Тут можно было даже подчеркнуть. Вот, это соблюдение органичного симбиоза, сочетание симбиоза словесного текста и мультимедийного ряда. Ну вот студентов мы этому учим, у них иногда крен. Ведь симбиоз все-таки и определенное равновесие, такое гармоничное сопряжение предполагает. У студентов иногда крен, так же, как и у школьников. Или очень много слайдов на картинке, или очень много текста, простите, на слайде, или увлекаются картинками, порой даже имеющими мало отношения вот к тексту. Вот. Этого крена, конечно, нужно избегать. И вот еще самое главное. Когда такой урок конструируется, то приходится думать не только вот привычным способом, категориями слова, текста, но и категориями картинки, звукового образа. То есть тут дополнительные такие функции и компетенции нужно иметь. Ну, почти что режиссерские, сценарские, операторские и так далее. То есть много компетенций требуется от учителя, который подобный урок готовит. То есть у него тоже должно быть соответствующее конвергентное мышление. Ну, это пока вот все теория. Ой. Сейчас. Ага. Все?
примеры наглядные значения имеют, показать. Два успеем из наших многочисленных интермедиальных уроков. Вот, Зульфия завершает, надеюсь, завершает работу над магистерской диссертацией на тему интермедиальные уроки по русской словесности. Там у нее и теория есть, и вот в качестве приложения уже, наверное, больше десятка таких уроков. Работа достаточно трудоемкая. Ну вот, давайте вначале посмотрим. Вы находитесь на родине Аксакова. Вот. Это, так сказать, эмблематическая фигура для Башкирии, для ее культуры, земли и так далее. Вот. У нас есть Аксаковский дом, вот, который при первом губернаторе, сыне Григория Сергеевича Аксакове, когда был построен, это нынешний театр оперы и балета. Улица Аксакова есть, музей Аксакова есть, Софьюшкина аллея по имени супруги губернатора, названная вот, музеем идущая. Ну и у нас вот, в университете тоже много работы в этом направлении ведется. Вот аксаковские конкурсы студенческих работ ежегодно проводятся. Вот, и мы, по крайней мере, 2 сайта, посвященные Аксакову, создали. Это ЭНИ Аксаков, электронное научное издание, такой научно-образовательный сайт вот, показывает. То есть, если вы вобьете вот, в адресную строку ЭНИ Аксаков, вот этот сайт выйдет. Переключите, пожалуйста, на вот тот, который нужен. И вот второй сайт. Слово Аксакова и слово об Аксакове. Вот. Ну, можно такое путешествие совершить. Давайте вот откроем программу общего образования и покажем один урок. Урок, вот смарт-уроки, да, Буран в степи. Буран в степи. Ну, вот он не такой уж большой. Вы увидите, и тогда вот специфика так называемого интермедиального урока, надеюсь, перед вами раскроется сама собой. Ну, поехали. Так, сильно не спешить. Я все-таки должна тоже комментировать. Значит, вот этот урок в качестве конкретного примерного образца, немножко назад вернись, образца реализации модели интермедиального урока. Да. Вот. Он достаточно показателен, в плане того, как мы используем региональный компонент и актуализируем его в цифровом формате. Ну, хочу напомнить, что очерк Буран, может быть, мало известный, по крайней мере, наши школьники и студенты, конечно, знают, ну а в других регионах России, может быть, и нет. Они сказку «Аленький цветочек» еще читают, может быть, детские годы Багрова внука, но не более, А это вот одно из лучших произведений нашего писателя-земляка. И более того, вот в современном литературоведении этот очерк оценивается очень высоко. И сам Аксаков выступает как предтеча русского классического реализма. То есть раньше Пушкина. Понимаете? Вот раньше Пушкина. Аксаков это план себя привел. И это действительно верно, но без этого очерка буквально несколько страниц не было бы пушкинского романа «Капитанская дочка». Это зерно, понимаете, пушкинского исторического романа. Почему? Потому что вот и в очерке, и в «Капитанской дочке» символически перекликаются и взаимодействуют 2 стихии. Бурана, страшного, зимой вы у нас не бывали, тогда вы увидели. А Пушкин, кстати, здесь был. Ну, Аксаков, конечно, здесь жил, вот не только в детские годы, и в молодости, и в зрелые годы возвращался. Вот. Ну и Пушкин по Башкирии тоже путешествовал. Это вот юг Башкирии, где сейчас граница с Оренбургом.
губернии. Самборской губернии. Вот. Значит, две стихии Бурана. Ну, в главе вожатой вы помните описание Бурана, во время которого чуть было не погибли, заблудившись, Гринев и Савельич. Так ведь были у них вожатые. Ну и вторая стихия – русский бунт. Это у Пушкина очень отчетливо, но есть немножко и у Аксакова. Так что вот этот небольшой по объему очерк, по сути, является зерном великого пушкинского произведения. Так, ну давайте, София, видите, что урок начинается с демонстрации на слайде портрета писателя, который сопровождается эпиграфом, раскрывающим тему занятия. Дальше. Вот, цели и задачи урока вы видите. Дальше идет демонстрация артефактов из дома-музея Аксакова. Вот он, уже, наверное, были, да? Нет, еще не были, надо обязательно посетить. Это уголок старой Уфы, вот в этом доме, который находится на берегу реки Белой, и прошло детство писателя. Ну, вот видите результаты групповой работы, краеведы знакомят с биографией писателя. Вот. И очень интересный, впечатляющий факт из жизни Сергея Тимофеевича здесь приводится, воспроизведенный в книге «Детские годы Багрова внука». Есть там такой впечатляющий фрагмент, рассказывается о чудесном излечении почти умирающего ребенка. Ну, Сережа Багров, герой-рассказчик, автобиографический образ, конечно. Вот. И что-то, наверное, в глубинной памяти осталось, что-то мать рассказывала, что вот он был тогда при смерти. И произошло тройное чудо. Благодаря заботам, любви, молитвам матери, благодаря исцеляющей силе природы, вот, выздоровел, практически выздоровел ребенок. 12 часов полежал на лесной поляне, в то время как мать отчаянно вот поднимала руки к небу и молилась. Вот, и проснулся совсем другим. Понимаете, вот такое чудо. Дальше. Самые известные произведения, вы видите, что и данная презентация используется, естественно, как опора. Хотя ее можно считать в какой-то степени самодостаточной, вот как онлайн-урок тоже запустить, но я думаю, что тут все-таки слово учителя должно тоже звучать. Его комментарий обязательно должен быть, это вы хорошо понимаете. Вот, тоже можно нажать гиперссылки, то есть облегчается, вот, упрощается деятельность детей. Вот, им не надо трудиться, вот, можно сразу нажать, открыть, прочитать. Понимаете? Вот. Дальше. Вот. И тут же начинается проверка, так сказать, первичного читательского восприятия. Прочитали? Вот, соответствующая гиперссылка была. И, значит, первое задание. Расставьте абзацы в правильной последовательности. Ну, близкое к заданию ЕГЭ, то есть, чтобы логику повествования, сюжетного развития вот, запомнили и уловили дети. Так, можно дальше. Вот. Ну, конечно, раз урок литературы, то какие-то чисто специфические задания, проверяющие знания основных понятий литературоведческих, тоже здесь дается. Вот. Ну, ты проскочила, вернись назад, то есть не в готовом виде сразу определение дается. Вот. Все-таки предваряется вопросом, заставляющим немножко задуматься. Ну, а дальше уже вот эти три главные признака идут. И даже вот этот процесс выплывания, динамичный слайд, он тоже вот здесь необходим с обучающей точки зрения. Дальше.
Вот. Ну вот здесь комментируется автобиографическая основа, документальная основа очерка, то есть пережитое, прочувствованное, вот, прочувствованное самим автором, вот, является содержанием данного произведения. Это не единственное описание Бурана, это тоже стихотворный текст Аксакова. Ну, узнаете музыкальное сопровождение, конечно, да, то есть великолепный вальс Свиридова в повести Пушкина «Детей». И тоже это как музыкальная иллюстрация, по крайней мере, цепляющая восприятие детей. Слушают же, читают, и возникает вот такой синергетический эффект. То есть картина, вот, созданная, описанная Аксаковым, дополняется еще музыкой. Вот. Музыка и слово придают тут безудержный характер и русской природы, и русской натуры. Дальше. Ну, необходимая словарная работа, потому что тексты классической русской литературы, согласитесь, сейчас плохо современными детьми воспринимаются. То, что нам кажется совершенно понятным, дети уже по-другому вот, воспринимают или вообще не понимают, что данные слова означают. Ну, есть и устаревшие слова, историзмы, архаизмы, точно так же нуждаются в пояснении и метафоры, очень здесь такие индивидуальные во многом. Да, ну, нажми, как это вот у нас выходит. То есть это тоже такой обучающий эффект. Не в готовом виде. Вот у нас иногда студенты увлекаются, ну, они же вот как бы сами, погружаясь в материал, его осваивают, и вот результат своего освоения и хотят представить такого рода мультимедийной презентации. Я говорю, стоп, вы выдаете готовый продукт, как готовое знание. А где вот интерактивность и так далее, то есть вы не спешите в готовом виде все. Вот какие-то паузы, какие-то задания, вот какие-то возможности для обсуждения, для решения той или иной задачи оставляйте. Дальше. Ну и с олицетворениями, конечно, надо работать. Вот стиль, индивидуальный стиль Аксакова здесь просто великолепен. Пушкин не зря восхищался мастерством своего предшественника. Дальше. Ну и опять вот проверяем. Ну тут зелененький, да, мне, конечно, с самого начала не очень нравился Змей Горыныч, но решили они его в таком традиционном виде представить. Ну и имеется в виду вот прозаический очерк, а до этого, значит, о стихотворении шла речь. Вот интересная его история. Вот. Брат Аксакова, Николай Полевой, который даже не хотел его печатать, ну, такая неприязнь возникла. Вот. А писатель вот так подшутил, получается, без подписи, да? Ну, Полевому понравилось, а потом досада вот такая появилась. Дальше. Вот. Ну, мы-то с вами, конечно, можем угадать, но опыт показывает, что школьники не сразу отвечают. Да. Давай руки нажимай. Конечно, это Пушкин. Вот. Тоже можно нажать и прочитать. Дальше. Вот иллюстрация, видите, ну, хорошая передает содержание словесного текста. Дальше. Опять вопросы, которые вот направляют в нужное русло восприятия. Дальше. Связь генетическая, то есть прямая преемственная связь здесь, потому что Пушкин самым прямым
конце лета он Бурана не видел воочию, как Аксаков, но тем не менее обратил внимание на его описание. И вот тут тоже необходим вот на эти, по поводу этого слова «буран». Видите, у Пушкина метель. И, кстати, вот бросается в глаза, заметно, что вот до «Капитанской дочки», до романа, слово «буран» Пушкин не использовал. Вьюга, метель — это сплошь и рядом, а бурана не было. Вот получается, что Аксаков дал ему такой толчок своеобразный. Ну, в словаре Дарья, который тоже здесь собирал, так ведь весь лексикон своего великорусского словаря тоже. Вот это тюркское по происхождению слова. Вот, обозначающее степную вьюгу, вот именно степную, метелицу при сильном северном ветре. Причем бывает буран нижний и буран верхний, который вот еще снегом сопровождается, когда вообще низги не видно. Да? Вот. Ну, возникает вопрос. Вот два русских писателя, это тюркское слово, которое до них в русской речи не фигурировало, использовали. Понимаете? Вот так произошло обогащение литературного языка за счет тюркского компонента, скажем так. Дальше. Ну, это связано, получается, данное слово это как бы атрибут места действия. Понимаете? Раз вот в Оренбургской степи, где вот это слово все сплошь и рядом используют, употребляют, вот и Аксаков, и Пушкин использовали. Тем более, что и другие тюркизмы у Аксакова есть. Вот видите, малахай, ну это такая мужская вот шапка. Сыль, это Зульфия. Так, умет, кошмар. Ну, кошмар это из-за овечьей шерсти, что-то вроде такого покрытия, одеяла. Ну, умет это обычно сток такой, у которого останавливается повозки. Так, дальше. Вот. И творческая история «Капитанской дочки» здесь тоже привлекается. Вот я уже говорила, что Пушкин путешествовал. Вот, и у него тоже были, так сказать, впечатления, вот, от тех, остались впечатления от тех мест, которые он посетил. Вот, говоря ученым языком, произошла романизация впечатлений вот, от реальной действительности. Ну и пушкинисты, вот, современные пушкинисты резонно полагают, что автор «Капитанской дочки» воспользовался почерком Аксакова. Именно Аксаков прямой Пушкина. Дальше. Ну, опять пошли. Видите, изложение вот учебного материала, историко-литературного, биографического, вот, и комментария к литературному произведению, то и дело прерывается вот такими вопросами, заданиями, которые, ну, опять как бы, восприятие детей стимулирует. Не то, что нитевую природу, не слепок, не бездушный мир и так далее. Дальше. Вот ответ. Так, что-то ты замечала. Значит, вот вопрос, не сразу ответ, текст же прочитан, дети должны вспомнить, догадаться. Вот то, что выплыло, оставь, пожалуйста. Вот великолепное место. Я вот не так давно сама для себя обнаружила, что кроме вот такого параллелизма описаний Бурана у Аксакова и Пушкина, есть еще параллелизм вот идей. Причем эта идея очень важная, жизненно необходимая
поучительное. Какая это идея, мысль? Из уст человека, из народа исходящая, делать нечего, надо отдаться на волю Божию. Ну вот когда буран разыгрался, понятно, что дороги нет, дальше двигаться уже смысла нет, ну что делать? Вот что делать, говорит. Вот в чем мудрость, вот, глубокая мудрость этой фразы? Вот, надо отдаться на волю Божью. Ситуация гибельная. Ну, молодые возчики рискнули, решили все-таки пойти дальше, замерзли, 10 человек, молодцов погибли, замерзли. А вот те, кто остались со стариком, выжили. Видите, вот воля Божья. Вспомните, вот как Федор Гринев, ну, мечтая о том, как он поедет в Петербург, будет жизнь жуировать, тросточкой помахивать, по Невскому проспекту прогуливаться, вдруг от отца выслушивает: Белогорскую крепость Оренбургской губернии. Все мои мечтания, говорит Гринев, так разлетелись в пух и прах. Но делать было нечего. Вот замечательное место, поучительное место. Вот вы думаете, как зацепить? Так вот и цепляйте. Любого современного там, 8-классника, старшеклассника спроси: а вы бы в этой ситуации, когда вот родители вот предлагают вам такую модель жизни, как себя поведете? Да и спрашивать нечего, как они себя поведут. Из ворог возьмут, но добьются своей цели. Вот как моя младшая внучка, если что надо, она добьется, во что бы то ни стало. Понимаете, не мытьем, так катанем. Никакого там смирения и нет. А ведь вот все-таки с молоду Петр Гринев был воспитан в этом народном православном духе. Поэтому он и способен сказать: делать было нечего. Отцовскую волю надо принять, Божью волю надо принять. И Маша Миронова также говорит, когда вот обнаруживается, что согласия на венчание не дают, она точно так же говорит: ну что ж, делать нечего, на все воля Божья. И Пугачев это все приговаривает тоже, понимаете? То есть это вот такое лейтмотивное высказывание в «Капитанской дочке», не только в очерке. И вот акцент на этой мысли надо обязательно сделать. Это так поучительно, это заставляет задуматься. Вот каждый попадал в такие экстремальные ситуации, когда начинаешь метаться, паниковать, Бог знает, до чего доходить. А ты смирись. Вот. Бог поможет. Так? Должен помочь. Ну, верить, конечно, надо, но как-то вот признавать высшую волю тоже необходимо. Даже если у тебя такой религиозности, высокомерности нет, но ведь не все в человеческих силах. Так, бывает такое, что ты сам ничего не можешь сделать. Руки опускаются. Но у старика ведь они не опустились, тут нечто другое имеется в виду. Пожалуйста, дальше. Вот. Ну, опять обращаем внимание вот на важные такие моменты художественного текста. Вы видите, от литературы мы не уходим. Мы вот акцентируем внимание на ключевых словах. Дальше. Вот великолепное, развернутое сравнение с многочисленными эпитетами, метафорами. Хочется прочитать еще раз. Облако, это вот буран сверху тоже, понимаете, самый страшный, когда и снизу метет, и сверху обильный снег падает, и ветер сильный. Облако, как голова огромного зверя, пространство полей шипело каким-то змеиным шипением, тихим, но страшным. Звукопись даже пошла, видите? Горе. Безлюдные это не текст, это ключевые слова. Безлюдные места, видание мучи и так далее. Кровь стынет, человек теряет память, присутствие духа, безумие. Какая выразительность, согласитесь? Сам этот ряд ключевых слов очень
темы персонажей, вот, но необходимо для того, чтобы еще раз видеть образ мудрого старика. И тоже это весьма поучительная история. В каком-то смысле речь идет о коренной жизненной ситуации. Ну, символическим смыслом. Вот всегда в подобной ситуации находятся люди, которые ведут себя вот как молодые горячие головы, так ведь? И наоборот, вот другие как мудрый старик. Вот, словесный портрет старика, ну, такое задание тоже, естественно, нужно для развития речи. Вот посмотрите, как все на слайде организовано. Вот, и, так сказать, в статике текст фигурирует, и можно нажать на вопрос и получить ответ. Дальше. Ну, это урок для 8 класса, поэтому такие немножко элементарные вопросы. Вот. Стоп, вернись. Вот. Принимает странное, ну, особенно с современной точки зрения, и страшное решение с надеждой на Бога переждать буран степи. Вот ключевые слова, конечно, надежда на Бога, упование на Бога. Дальше. Вот кому? Ну, это уже как бы мы настойчиво повторяем, подчеркиваем эту мысль. И, конечно, Аксаков не Достоевский или Лесков, скажем, где вот религиозность напрямую так вот проявляется, но тем не менее, вот когда такой словесный ряд подаешь, то видно, что тут вот так прямо народная вера, народная мораль и выражается. И вот вечные вопросы. Вечные вопросы. Кстати, мы с аксаковскими текстами очень активно работаем. Вот на нашем сайте слово Аксаков и слово Аксаков. Вы можете найти задания и для Олимпиады, и для ОГЭ, и ЕГЭ. Ну, у нас на кафедре русского языка и литературы достаточно экспертов, от ведущих экспертов, старших экспертов, членов комиссии. Вот. И они в состоянии эксклюзивный КИМ составлять на основе аксаковских текстов. Ну, конечно, в полном соответствии с требованиями ФИПИ. Вот, и дети с интересом вот, с такими КИМами работают. Ну, дальше уже идет вот, тест такой элементарный, вот таким образом. Да, закрываем. Спасибо, спасибо. Ну, оцените, вот скажите, чем вот эта модель урока интермедиального, вот, где интермедиального, который держится вот на такой мультимедийной презентации, ну, отличается от традиционного. Вот. Вы увидели эти отличия или нет? Традиционно, в смысле, когда ученик сидит и смотрит на доску? На доску, на экран, да. Сам управляет процессом, очевидно. Да, да. Ну и, видимо, вот если принципиальная разница пока не видна, она проявляется, вот становится сразу очевидно на стадии подготовки, разработки такого урока. Когда вот результат, то воспринимается урок как интересный, поучительный, показательный. Ну, кажется, что можно будет использовать в таком же духе. Но, уверяю вас, вот создать такой урок непросто. Вот все эти элементы включить, вот какую-то логику соблюсти, стержень, понимаете, вот все время иметь в виду, это не так просто. Вот над этим уроком мы долго сидели, исправляли, дополняли. Передаю эстафету Зульфие, она расскажет, с помощью какой программы вот такой урок разрабатывается. Пожалуйста.
индивидуальных уроков. Мы делаем эти уроки с помощью программы iSpring Suite. Ее можно скачать в интернете, можно найти. Это профессиональный инструмент для создания электронных учебных курсов на базе стандартной программы PowerPoint. София, извини, повтори еще раз название программы. Она, конечно, платная, но есть как бы и пробная версия, на какое-то время она бесплатно может быть использована. Но лучше вот в школе, в своем образовательном учреждении ее использовать. Она не самая дорогая, есть круче, есть дороже, а это вот элементарная, простая. Я тоже расскажу. Вот, с помощью этой программы мы создаем интермедиальные уроки. Обычная презентация является базой, а с помощью этой программы можно создать электронный курс уже. Так, я хотела бы рассказать о плюсах сначала этой программы. Работает на базе PowerPoint, то есть вы делаете обычную презентацию, скачиваете программу, и у вас появляется отдельная вкладка, вот где наверху главное, показ слайдов, и отдельной вкладкой iSpring Suite. И после того, к сожалению, на этом ноутбуке нет этой программы. Нужно скачивать. Скачать и Установить. Ну, вы же запомнили программу? Да. Когда вы ее откроете и будете использовать уже для расширения возможностей обычной презентации, то увидите, любой айтишник вам подскажет, покажет. Сайт очень хорошо работает, потому что там есть и техническая поддержка. Если вы не можете установить, вы можете позвонить, спросить. Есть пособие, как установить. И в этом пособии описаны, какие элементы вы можете добавить и как использовать их. Вот. То есть можно удобная в управлении программа. Также онлайн-курсы на основе программы iSpring доступны на компьютерах, смартфонах и планшетах. То есть вы создаете на ноутбуке, потом можно открыть после публикации на любом телефоне, на любом компьютере. Так. Из-за оригинальной подачи материала урок на основе программы становится интерактивным, что способствует большому усвоению материала учащимся. То есть дети заинтересованы будут. Я вам потом покажу элементы, которые мы используем. Так, и эта программа дает возможность самостоятельно изучить тему урока. А теперь немножко о минусах. Во-первых, это дороговизна. На сегодняшний день эта программа стоит на один компьютер, то есть лицензия стоит 47 тысяч. Но для педагогических работников есть... Понимаете, готовая программа. Вот с ее помощью вы можете любой урок модернизировать с технической точки зрения. Ну, самому, конечно, дороговато, причем компьютер дома и в классе. Понимаете, это школа должна поработать. Да. Для педагогических работников и для школы существует скидка 30%. Вот 30%. К сожалению, на устаревших компьютерах будет долго грузиться эта программа, может быть, вообще не потянет и нельзя будет установить. Так, есть пробная версия, вы можете сначала попробовать, если вам понравится. В течение 2 недели. За 2 недели можно освоить эту программу. Да. Про интерактивность хочу рассказать и показать. Нами также был разработан урок «Роль текст художественной графики сказки Астахова «Аня и цветочек». Это я все пропущу. Вот. Это один из элементов этой программы. Книга. Ну, это чисто визуальный эффект, но тоже внимание детей привлекает. То есть, представляете, В обычной презентации же такой эффект невозможно
изображения, можно добавить видеоматериалы, аудиоматериалы и так далее. Подобный интерактивный формат вовлекает детей в процесс обучения и позволяет организовать совместную работу. Также один из элементов, который мы часто используем, Тебя что не смущает, да, они активность, интерес свои так проявляют, да, вот. Еще один из элементов – это тесты. Да, вы скажете, что есть Google тесты, но лучше же, когда все вместе, и то есть не надо никуда переходить, переключаться, да, переключаться, искать. Такой же формат также вбивается. Есть выбор одиночного ответа, верно, неверно, выбор множественного ответа. Можно, чтобы дать задание ученикам написать эссе какое-то, и ответы вам могут система сама отправлять на электронную почту. Вот. Ну вот тут можно выбрать, ответить, выбрать. Так. Да. А что за эти разные тесты идут? Вы видите? Да, вот сразу можно пройти этот тест, да, настроить можно, чтобы ученик видел правильно или неправильно, или в конце увидел результаты, проходной балл, ну как в принципе в Google тестах. Давайте на электрон. Да, на электрон По отдельности, то есть каждый человек прошел, вам письмо. да. У него 50%. Ну, да. И не видно, или видно, как он на каждый вопрос ответил. Видно. И статистику можно собрать, как люди отвечают. Да, Или да, первый да. вопрос, который ты ответишь. Да. Вот сейчас и в конце можно, там настроек много, можно сразу, чтобы ученик видел правильные и неправильные ответы, проходной балл, и в конце программа сдает результат. Продолжим. неправильно ответила. Разные буквы можно как пазлы собрать. Надо собрать. Как мы дальше Надо собрать. Давайте, Вера. Я быстренько. Просто так вот. Да. Сейчас неправильно же. Быстренько отвечу и в конце, чтобы мы увидели результат. Ну, будет 50. Вы не можете. Да. Можно выбрать, чтобы ученик заново прошел этот тест, а можно просто уже завершить. Ну, тоже как-то активизирует работу, так? И ура, и вот вдох. Да. Несомненно, такое изучение литературы покажется, ну, на наш взгляд, ученикам интересным, чем обычные уроки. Вот. Информационные технологии, конечно, не могут вытеснить традиционные уроки, но все равно позволяют как бы Максимально использовать весь потенциал, да, информационных технологий, хорошо, спасибо, друзья. Хорошо, магистранtka держится, дай Бог ей диссертацию защитить, может, в аспирантуру еще пойти, так? Держится же хорошо. всем удачи. Ну, а теперь вот уже, да, еще один урок, такой яркий, совсем недавно мы его сделали, как раз вот в ходе подготовки школьников к Олимпиаде по русской литературе, там вот задание такое есть, целостный анализ, тоже в курсе. Это наш любимый поэт Михаил Кривошеев. Вы, наверное, познакомились с некоторыми нашими писателями, да? С этим книжками. Но вы со Светланой Чураевой познакомились, да? А это ейный муж. Посмотрите, какое название своей. Апельсину спалили. В чем его оригинальность и необычность? Ну-ка, филологи. Что вы спросили? Апельсину спалили. Латинский язык научился, наверное. Давай дальше.
воспринимается каждым человеком, так прочувствовано, ну, актуально, потому что. Итак, Михаил Кривошеев, апельсину спаниель. Рисую круги, я художник от Бога, по кругу смотрю сумасшедшие сны. Знаю еще к черту будет дорога, когда я живу от весны до весны, держу ориентир, только циркуль проклятый кружится, танцует безумный мостом и чертит на жизненной карте круги, замыкая реальность и сон. Часы отмеряют мой жизненный цикл. Да только что толку, беги, не беги, весь мир захватил позолоченный циркуль и чертит проказник круги. Планета кружится, кружатся светила, вселенная просто большая была. А я все мечтаю, как было бы мило, квадрат кружить от угла до угла. Вот такое стихотворение. Ну, великолепно написано, смысл, конечно, сходу не постигается, но хочется разобраться. Дальше. Вот центральный образ стихотворения «Круг». Видите, словесный образ трансформирует, идет перекодировка, трансформируем вот в эти чисто геометрические уже образы. Ну, конечно, круг, еще квадрат упоминается. Вот круг 4 раза, кружить 4 раза, и вот эта окружность. Дальше. Вот лирические герои. Видите, как картинки-то тут тоже подобраны. Художник от Бога, поэт, закруженный хороводом жизни, вот из круговорота не может вырваться, вот в его сознании возникают символические геометрические образы, круг, квадрат, вот и герой стремится, мечтает проложить свою дорогу, но проклятый циркуль, чертит на жизненной карте, ну, это идет такой комментарий, не скажу, что сильно аналитический, но, по крайней мере, пояснения идут, нужные для понимания. Дальше, дальнейшего. Вот, понимание символического смысла стихотворения. Вот. И в таком вот символическом толковании нуждаются все его образы. Понятно, что тут не просто вот инструменты чертежника, допустим, циркуль, вот, ну, правильное сравнение с проказником. Вот это символические образы. Циркуль. Вернись к стихотворению, пожалуйста, к тексту. Вот. Циркуль проклятый кружится. Вот что имеется в виду? Конечно, дальше какая-то внешняя сила. Вот, которая, как и часы, время. Вот у Пушкина телегу жизни, помните? Мужчинка лихое, седое время, везет, не слезется мучка. Вот она, эта внешняя сила, отмеряет, вычерчивает жизненный цикл человека. И эпитет позолоченный, тоже очень понятный, современный, так вот связь ассоциации золота с культом золотого тельца, конечно. Дальше. Ой, подожди. А картинки-то какие? Часы-то тикают, смотрите. Циркуль. Вот это тоже очень важно подобрать. Вот. Ставить. Видите, вот какое естественное соображение текста словесного, стихотворения и комментария вот с этими картинками, иллюстрациями. Дальше. Вот метафора. Циркуль танцует безумный восток. Ну, ни одного случайного слова в художественном тексте нет. Тут вот в ходе целостного анализа, когда вот ключевые доминирующие образы разбираются, конечно, мы и на название вот этого вальса обращаем внимание. Посмотрите, это не просто вот упоминание вот какой-то там танец. Здесь партнеры повторяют 4 раза 3 фигуры. Вот таким образом ритм танца выстраивает. И вот вам, пожалуйста, по аналогии трехстопный амфибрахий. Трехстопный амфибрахий. 4 строфах стихотворения. Я не думаю, что это уж слишком вольная аналогия. Все-таки тут ритм, так ведь и размера, и танца совпадают на этой ритмической основе.
признаки. Дальше. Ну вот, опять. Это, конечно, можно было убрать, ну ладно. Это вот как раз и есть мультимедийность, интермедиальность, когда и аудио, и музыкальные, и графические, и изобразительные слайды идут. Дальше и словесный текст. И о главной геометрической фигуре в круге мы уже говорили, но тут много кругов, тут восходящая градация получается. Кружится герой, кружится жизнь, кружится мир, кружится планета, вселенная просто большая юла. Вот. Тем самым глобализируется все, так ведь масштаб увеличивается. И вот этой глобальностью проблем такого пожизненного окружения лирический герой сокрушен. Поэтому вот такие восклицания. Какая еще к черту будет дорога? Да только что толку беги, не беги, все равно это будет по кругу. А дорога это все-таки некая вот линия, как горизонталь или вертикаль, круг развивающая. Вот. Остается только мечта. Ну и делается вывод, что вот это сравнение квадратов кружит от угла до угла придает трагическую иронию героя. Вот. Стремление как нарушить всеобщий принцип кружения. И вот опять это словесно оформленная мысль, видите, дополняется соответствующими визуальными образами. Дальше. Вот, вывод. Ну, вполне понятный, наверное, это ощущение тоже каждому из нас знакомо. Иногда вот, в суете, тени и рутине повседневной жизни вот это ощущение бессмысленного круговорота возникает. Так? Возникает. Ну, приходится встряхиваться и опять вот, к смыслу жизни возвращаться. Мне тоже нравится эта картинка. Но она прекрасно иллюстрирует вот сделанный вывод. По сути, это такое визуальное подкрепление словесно выраженной идеи. Так, самому творить. Все, да? Все. Ну, Как связано а спагетти тоже любит кружиться вокруг своего хвоста. Вот может не кружится, ну, видимо, да. Ну, это надо автора спросить. Ведь он так вопрос очень четко поставлен. Заставляет еще раз да, здесь с вами. Ну, потому что, видите, вот поэзия передает очень ощущение, ну, в принципе, это, наверное, такое вечное состояние. Да, и оно нам понятно, происходит, потому что это и наше мироощущение. То есть вот такое отождествление психологическое происходит. Ну, лирика, она заставляет переживать, вот мы таким образом сопереживаем, понимаем, что это и наши ощущения, наши. Ну, спасибо за внимание. Вот я видела по реакции, что вы интересно смотрели, надеюсь, оценили. Если вам вот эти презентации нужны, дорогой